Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем серию наших видеолекций, посвященных витаминам. И сегодня мы поговорим с вами о витамине С или аскорбиновой кислоте и его влиянию на организм. Итак, что мы знаем о витамине С? Это белый кристаллический порошок кислого вкуса, который легко растворим в воде и также растворим в спирте. В организме витамин С участвует в синтезе коллагена, самого распространенного белка, который составляет 5% от общей массы тела. Из коллагена построена соединительная ткань – кожа, кости, хрящи, связки и стенки кровеносных сосудов. Источником витамина С являются свежие фрукты, особенно цитрусовые овощи и зелень. При недостатке витамина С ткани организма начинают буквально распадаться на части, что приводит к цинге, также известной как болезнь моряков и бедняков. Небольшая историческая справка. 15 июня 1744 года к берегам Англии подходил 60-пушечный военный корабль «Центурион» под предводительством коммодора Джорджа Ансона. Из почти 2000 моряков, отправившихся с Ансоном в кругосветное плавание, домой вернулось меньше 500. Причиной их гибели стала цинга – бич моряков того времени. Вот как описывали цингу очевидцы. Ее симптомы – большие обесцвеченные пятна, гниющие десна, невероятная усталость, обмороки. Она вызывает гнилостную лихорадку, плевриты, желтуху, сильные ревматические боли, запоры и затруднения дыхания. Тело и особенно ноги покрывались отвратительными язвами, кости гнили, а плоть превращалась в губчатую массу. Здесь на слайде мы видим иллюстрации всех тех симптомов, о которых говорили очевидцы. Гниющие десна, отвратительные язвы, затруднение дыхания, обмороки и смертельная усталость. Конечно, сейчас мы знаем, что цингу вызывает недостаток витамина С в пище, но в то время организм рассматривался как некая гидравлическая система, а развитие болезни связывали с изменениями давления в кровеносных сосудах и засорами в кишечнике. А вот на рацион моряков, который включал продукты, способные долго не портиться в открытом море, и исключал скоропортящиеся продукты, то есть свежие овощи, фрукты и зелень, главные источники витамина С, никто не обращал внимания. Корабельный врач Центуриона описывал диету моряков так. Галеты были настолько изъедены червями, что превращались в пыль. Они ели гниющую говядину, тухлую свинину, заплесневелые галеты и муку. В период с 16 по 18 века, всего лишь за 300 лет, по самым скромным подсчетам, цинга унесла жизни более 2 миллионов военных моряков. Конечно, цингу пытались лечить и использовали для этого следующие средства. Кровопускание – как универсальный способ лечения всех болезней. Клизмование – для удаления засоров в кишечнике. Отпаивание морской водой – как самый дешевый и доступный способ лечения на борту корабля в условиях военного времени. Добавление в пищу уксуса или растворенной серной кислоты или дрожжей и ячменного сусла. Очевидно, что такое лечение не только не давало положительного результата, но и усугубляло состояние больных и без того ослабленных цингой. Хотя витамин С выделили и описали только в начале XX века, уже в середине XVIII века шотландский врач Джеймс Линд был в одном шаге от того, чтобы победить цингу раз и навсегда. В 1947 году, в возрасте 31 года, Линд сдал экзамен и поступил служить на корабль Солсбери в качестве судового хирурга. В этом же году он провел первый в мире научный эксперимент. Линд отобрал 12 моряков, страдающих от цинги, и разделил их на 6 групп по 2 человека в каждой. Он разместил их рядом друг с другом и обеспечил одинаковый уход. Разница между группами состояла в ежедневных добавках, которые моряки получали вместе со стандартным корабельным пайком. Итак, первая группа получала литр яблочного сидра, вторая – 25 капель растворенной серной кислоты, третья – 2 ложки уксуса, четвертая – 300 мл морской воды, пятая – 2 апельсина и 1 лимон, и шестая – смесь чеснока, хрена и миры.
Уже через 6 дней разница между группами стала очевидной. Один больной из тех, что получал цитрусовые, выздоровел настолько, что смог вернуться к службе, а состояние второго улучшилось так, что он смог ухаживать за остальными пациентами. В первой группе из тех, кто получал яблочный сидр, тоже наблюдались некоторые улучшения. Возможно, это связано с тем, что сидр содержит незначительное количество витамина С. Во второй группе, получавшей раствор серной кислоты, уменьшилось воспаление ротовой полости. И только, а в оставшихся трех группах не было никаких заметных изменений. Несмотря на явную эффективность цитрусовых, Линду не удалось убедить Адмиралтейство в необходимости закупки и хранения дорогостоящих фруктов и отказе от дешевого ячменного сусла, которое применялось повсеместно для лечения цинги. Более того, стараясь оптимизировать процесс получения и хранения цитрусовых, Лин стал упаривать лимонную кислоту, не зная еще, что при нагревании концентрат теряет до 90% своих полезных свойств. Лишь в 1789 году, через год после смерти Линда, сэр Гилберт Блейн, занявший должность главного врача Королевского флота, довел начатое Линдом дело до конца. Согласно его указу, лимонный сок стал обязательной частью рациона военных моряков. Благодаря такому нововведению в 1805 году во время Трафальгарской битвы британский флот на голову разбил ослабленную армию Наполеона, став первым в мире флотом, который победил смертельную цингу. Несмотря на то, что лимонный сок стал использоваться повсеместно, никто не знал, каким образом он влияет на излечивание от цинги. В 1895 году американский ветеринар Теобальд Смит провел эксперимент, в ходе которого кормил морских свинок чистым овсом. В результате у всех подопытных животных развилась геморрагическая болезнь, то есть кровотечение. К сожалению, Смит не смог связать признаки цинги с признаками геморрагической болезни. Через 10 лет, в 1905 году, датский ученый Аксель Хольст и норвежский педиатр Теодор Фролих, изучавшие причины цинги, тоже выбрали морских свинок в качестве модельного объекта, заменив ими традиционно использовавшихся в лабораторных исследованиях голубей. Такая замена была хотя случайной, но очень важной для науки, потому что большинство животных, включая ближайших родственников морских свинок, таких как крыс и мышей, синтезируют витамин С самостоятельно. А вот летучие мыши, морские свинки, человекообразные обезьяны и, соответственно, люди в результате случайной мутации, случившейся много миллионов лет назад у общего предка, но не ставшей летальной из-за присутствия витамина С в пище на ежедневной основе, утратили способность к синтезу витамина С в организме. В эксперименте Фролиха и Хольста морских свинок кормили овсом. Такая диета вызывала цингу, но после введения в рацион животных свежих овощей животные полностью излечивались от этого заболевания. В 1912 году Казимир Функ впервые в истории науки ввел термин «витамин». Витамин – это вещество, необходимое для поддержания жизни организма. «Вита» означает «жизнь». Впоследствии, через несколько лет, была принята буквенная классификация этих соединений. И третьим по счету стал антискорбутный или антицинготный фактор С. Никто на тот момент не знал, где его искать, как он выглядит, какие у него физические или химические свойства, поэтому ему просто присвоили имя – витамин С против цинги. В 1926 году венгерский ученый Альберт Сен-Джерди экспериментально доказал, что при замене чистой пероксидазы на сок растения, содержащего пероксидазу, наблюдается небольшая задержка в окислении бензидина, что указывало на то, что растительный сок содержит некий восстанавливающий агент. В 1928 году Сен-Верди сумел выделить небольшое количество этого агента из надпочечников некоторых животных, капусты и цитрусовых фруктов. Выделенный восстановитель Сен-Верди назвал гексуроновой кислотой. Позже он поручил своему коллеге Джозефу Свирбеле протестировать выделенную кислоту на морских свинках, фактически переповторить опыты Хольста.
И результаты экспериментов позволили доказать, что найденный агент и есть тот самый витамин С. Одновременно, но независимо от Сен-Дюрди, над выделением витамина С работал американский ученый Чарльз Гвен Кинг. В 1932 году в журнале Science он опубликовал статью, в которой объявил об открытии витамина С, идентичного гексуроновой кислоте, но не упомянул имя Сен-Дюрди. Сен-Дюрди и Свирбеля, в свою очередь, отправили свой доклад уже в журнал Nature, в котором опровергли первенство Кинга в этом открытии. Несмотря на то, что и Кинг, и Сен-Дюрди пришли к сходным результатам практически одновременно, первенство в открытии отдали венгерскому ученому, так как он начал свои эксперименты гораздо раньше своего американского коллеги. Итак, функции витамина С в организме. Витамин С участвует в синтезе коллагена, карнитина, тирозина, нейромедиаторов и в гормональной регуляции стероидных гормонов. Итак, что такое коллаген? Структура молекулы коллагена включает в себя три альфа-цепи, каждая из которых состоит из триады. На первом месте аминокислота глицин, на втором пролин или лизин, на третьем любая другая аминокислота, кроме перечисленных. Под действием фермента гидроксилазы, которая присоединяет OH-группы, альфа-цепи спонтанно объединяются между собой и формируют водородные связи. Чем больше водородных связей, тем лучше конформация коллагена. То есть, иными словами, функциональность этого белка напрямую зависит от количества водородных связей между альфа-цепями. Вот здесь мы видим три альфа-цепи, вот это уже функциональная молекула коллагена. Синтез коллагена в организме животных состоит из следующих стадий. Вначале у нас есть три альфа-цепи. Ферменты лизин и пролин-гидроксилаза, кофактором которого является двухвалентное железо, в случайном порядке гидроксилируют, то есть прибавляют гидроксильную группу к лизину и пролину соответственно. Но в процессе гидроксилирования это двухвалентное железо фермента окисляется до трехвалентного железа. И таким образом этот фермент он выпадает из цепи биохимических реакций. То есть он больше не может гидроксилировать аминокислоты. Соответственно, количество возможных водородных связей оно уменьшается. Аскорбиновая кислота действует как восстановитель. Она восстанавливает трехвалентное железо до его исходной двухвалентной формы, само при этом превращаясь в полугидроксиаскорбиновую кислоту. А восстановленный фермент продолжает гидроксилировать лизин и пролин, тем самым увеличивая количество водородных связей и участвуя в превращении трех альфа-цепей коллагена в функционирующую коллагеновую молекулу. Вот здесь на картинке мы можем еще раз посмотреть. Вот нормальный свернутый коллаген, коллагеновый каркас здоровой кожи. Вот здесь мы видим слабый коллагеновый каркас. В присутствии витамина С наш фермент гидроксилаза способен вновь и вновь запускать биохимические превращения. В отсутствие витамина С он не способен участвовать в серии биохимических превращений, и водородные связи между альфа-цепями не наблюдается. Нормальная молекула и абнормальная молекула. Кроме синтеза коллагена, витамин С участвует в синтезе карнитина в организме человека и животных. Но прежде чем мы поговорим о том, как он участвует, давайте выясним, что такое карнитин. Образование энергии из жиров зависит от согласованной работы огромного количества ферментов и белков-переносчиков. Конечной и одной из важнейших стадий этого процесса является окисление жирных кислот и синтез АТФ в митохондриях. Уровень синтеза АТФ напрямую зависит от поступления жирных кислот внутрь митохондрии. Большинство этих кислот имеют длинную цепь, которая не позволяет свободно пройти сквозь мембрану митохондрии. И вот чтобы протащить жирные кислоты вовнутрь, необходим специфический переносчик, роль которого как раз-таки выполняет карнитин. Здесь на картинке мы видим
Зачем нужен витамин С? Он также участвует в реакции гидроксилирования, также выступает как восстановитель, также восстанавливает трехвалентное железо до изначального двухвалентного состояния, как и в предыдущих реакциях синтеза коллагена. Вот здесь мы видим, витамин С участвует в реакциях превращения триметиллизина в гидрокситриметиллизин. Вот, одна из первых стадий превращения. И в конце витамин С также необходим для превращения гамма-бутирабетаина в конечный продукт картинин. То есть мы можем сказать, что витамин С опосредованно участвует в синтезе АТФ, то есть в обмене веществ и энергии в живом организме. Также витамин С участвует в синтезе нейромедиаторов дофамина, серотонина и мелатонина, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. Дофамин является важнейшим нейромедиатором, отвечающим за движение и исследовательское поведение. Также он является главным нейромедиатором в системе вознаграждения за то или иное эволюционно выгодное поведение. Витамин С восстанавливает окисленное железо фермента тирозин-гидроксилазы, все те же самые гидроксилазы, как и в реакциях синтеза коллагена, что позволяет ферменту участвовать в реакциях превращения и дальше. То есть если нам нужно больше дофамина, а у нас есть недостаток витамина С, то его синтезироваться в больших количествах просто не будет. В синтезе серотонина и мелатонина кофактор соответствующих гидроксилаз представлен медью и бором, то есть уже не железом, но разница небольшая. Витамин С восстанавливает окисленные формы металлов. Витамин С участвует в превращении дофамина в норадреналин, а впоследствии в адреналин. Адреналин, другое его название эпинефрин, важнейший гормон, активирующий стресс-ответ организма на изменившиеся условия окружающей среды. Через серию биохимических реакций адреналин запускает процессы реализации стратегии «бей или беги», ускоряя сердцебиение, усиливая кровоснабжение тканей и клеток, ну и, соответственно, перенос молекул кислорода, замедляя или останавливая вовсе пищеварение и синтез половых продуктов, так как эти процессы не обязательны для выживания. Адреналин выводит запасы гликогена из печени, тем самым повышая концентрацию сахара в крови, увеличивает концентрацию кальцитонина, необходимого гормона для формирования, для остановки кровотечения и так далее. Предшественником адреналина является норадреналин, его предшественником дофамин, а предшественником дофамина эльдофа. Эльдофа, в свою очередь, происходит из вещества тирозина. И вот мы тут тоже видим, что витамин С, он участвует аж в двух превращениях. В гидроксилирование тирозина в эльдофу и потом в превращение дофамина в норадреналин или эпинефрин. На сегодняшний день Всемирная организация охраны здоровья установила суточные дозы витамина С. Для детей это 30-90 мг в сутки, в зависимости от возраста. Для взрослых 90 мг в сутки с коррекцией в количестве до 35 мг в сутки, в зависимости от состояния организма. Возможные последствия при гипервитаминозе. Хотя в некоторых случаях гипервитаминоз может вызвать диарею, в основном витамин С в организме не накапливается. Более 90% потребленного витамина С выходит из организма естественным путем. И несколько реакций на качественное определение аскорбиновой кислоты в растительном сырье. Если мы хотим узнать, есть ли в растениях хоть небольшое количество витамина С, то мы должны залить сырье водой, подождать несколько минут, отфильтровать его и затем добавить 1 мл фильтрата к 1 мл реактива раствора перманганата калия. Наблюдается обесцвечивание раствора перманганата калия вследствие восстановления марганца до его формы марганец 2+. Аналогичная реакция с раствором йода, в результате которой мы наблюдаем обесцвечивание раствора. И третья реакция с солью железа. К 1 мл фильтрата нужно добавить 1 мл раствора гидрокарбоната натрия и 1 мл сульфата железа. Наблюдаем образование аскорбината железа фиолетового цвета. Вот он примерно так выглядит. Методика хроматографического определения витамина С в плодах шиповника.
Для этого нужно измельчить в ступке х грамм плодов шиповника и залить 10х, то есть в 10 раз больше миллилитров воды. Перемешать, оставить на 15 минут и отфильтровать с помощью фильтровальной бумаги. Полученное извлечение нужно нанести капилляром на пластинку. Рядом, как свидетель, наносится чистая аскорбиновая кислота. Пластинку помещают в хроматографическую камеру с системой растворителя этилацетат, ледяная уксусная кислота в соотношении 80:20. Хроматографирование ведут 20 минут. Пробег растворителя 13 сантиметров, после чего хроматограмму высушивают на воздухе и обрабатывают парами йода. Рассчитывают значение РФ, то есть отношение расстояния, пройденного пятном, к расстоянию, пройденному растворителем исследуемого вещества и свидетеля, и делают вывод о содержании аскорбиновой кислоты в исследуемом извлечении. Вот у нас расстояние, пройденное пятном, и вот у нас расстояние, пройденное растворителем. Ну и потом, по имеющимся данным, можно сравнить наши хроматограммы с теми, которые опубликованы были ранее. На сегодня все. Большое спасибо за внимание. До свидания.